Всем доброе утро. Приветствую всех, кто смотрит нас в прямом эфире или, может быть, будет смотреть в записи. Сегодня 1 июля, понедельник, в Уфе, 9 часов утра. В эфире программа «Аспекты республики». У микрофона Разиф Абдуллин. Сегодня мы вспомним о событиях прошедших выходных, обсудим их, проведем голосование на нашем YouTube-канале, а также вспомним новости, о которых рассказывала наша редакция в этот день ровно 5 лет назад. Напомню еще раз, что это прямой эфир. Свои вопросы и комментарии прошу вас оставлять на нашем YouTube-канале в чате «Аспекты Башкортостан». Комментируйте, делитесь с друзьями ссылками на программу, ставьте лайки. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Все это поддержит работу нашей редакции. Также, если вы можете поддержать работу редакции нашей материально, то для этого есть сервисы Boosty и Donation Alerts. Ссылки на них в описании. Итак, давайте начнем с обзора прессы. В ходе специальной военной операции погибли еще 10 военных из Башкортостана. Об этом вчера сообщила наша редакция со ссылкой на открытые источники. Итак, в Абзелилском районе проводили в последний путь Ильдуса Макзумова. В Альшеевском районе простились с Камилем Валиевым. В Татышлинском районе простились с двумя бойцами Рамилем Минигалиевым и Ильназом Тимиргазиным. В Уфимском районе проводили в последний путь Руслана Васильева. В Кармаскалинском районе простились с рядовым контрактной службы Артемом Айбулатовым. Вчера в селе Кузгун-Ахмерово в Белоярском районе простились с рядовым Рафисом Юсуповым. В селе Базитамаково Илишевского района проводили в последний путь Азамата Гузаирова. В Уфе простились с Андреем Якиным. В Салавате с рядовым Денисом Гималовым. Вот эти 10 человек, про которых мы вчера рассказали. Всего количество погибших военнослужащих из Башкортостана в ходе специальной военной операции достигло цифры 2312. 2312 всего с начала, с февраля 2022 года, напомню. К другим новостям. В оздоровительном лагере «Уральские зори» в Абзелилском районе у детей выявили острую кишечную инфекцию. Об этом сообщили многие СМИ, в том числе агентство «Башинформ», которое сказало, что там зафиксировали вот эту острую кишечную инфекцию. Начали расследование с 27 июня еще. На момент приезда врачей, эпидемиологов, был выявлен один ребенок с признаками заболевания. Остальные дети, которые тоже обращались с жалобами, обследованы, находятся под медицинским наблюдением. В общем, в ходе расследования, как выяснилось, об этом рассказал УФА-1, что нарушений в пище столовой не найдено, персонал чистый. И основное подозрение на то, что накануне дети встречались с родными, с родителями. И вот через как раз 2 дня после этой встречи, после выходных, у них и появилось это расстройство желудка. То есть, собственно говоря, дети употребляли запрещенные в лагере продукты питания, особенно ягоды и фрукты, которые недавно появились в продаже. Об этом пояснили в администрации лагеря. Собственно говоря, вывод один. Все, так сказать, если вы хотите здоровья своих детей, то, пожалуйста, будьте добры, соблюдайте правила. И запрещенные, так сказать, продукты своим детям не привозите. Потому что тут, так сказать, администрация лагеря не может проследить, чем вы их кормите. Новости выходные касались многие погоды, вернее, последствий. Так, например, в селе Башкирия, недалеко от родины Салавата Юлаева, оказалось отрезанным из-за размыва моста, конкретно село Терменево Салаватского района. Вот. Зайти и выйти из этого села можно только пешим ходом, утверждает журналист УФА-1. Собственно говоря, там были сильные дожди, почва под мостом провалилась, асфальт прям видно, прям кусками все там вымыло, и проехать по мосту невозможно, только пешком можно пройти. И теперь нет такой прямого пути до этого села из Терменева. Хотя, конечно, с жителям предложили какие-то объездные пути, но вот они утверждают, что у них с 2 сторон, собственно говоря, сложно заехать в село. Ситуация критическая. Если посмотреть кадры, которые распространяются в социальных сетях, земля просто ушла из-под ног, ее снесло
потоком воды. Да. Вот такие новости. Тоже новость про мост, но в другом районе, про Белорецкий район. Мы раньше рассказывали, что там мост, по которому, собственно говоря, он пешеходный, по нему проезжали автомобили, тем не менее рисковали. И вот после одного из таких попыток мать с двумя детьми аж погибла, упала с моста, и, в общем, они утонули и погибли. И после этого этот мост закрыли и стали как бы решать проблему. Выделили деньги, собственно говоря, проект нового моста сделали еще аж в 6 лет назад, в 2018 году. Вот. Потратили 5,5 миллионов рублей. Потом, значит, нашли деньги на строительство уже через 3 года, в 2021 году. Но заявок, значит, на строительство никто не подал, поэтому деньги были, а вот подрядчика не смогли найти. Вот, на строительство моста выделяли аж 62 миллиона. В общем, но все равно не смогли никого найти. Потом случилась вот эта трагедия. Вот. И снова объявили конкурс, уже выделили уже больше денег, 95 миллионов, даже больше, для строительства переправы. И начались торги в июне. И снова эти торги результатов не дали. Никто из подрядчиков не захотел браться за эту работу, потому что сумма контракта не соответствовала текущим ценовым предложениям. Об этом сообщает УФА-1. Это просто про мосты. Продолжение темы. Тем временем Радий Хабиров, глава республики, сообщил, что он находится в поездке в Ишимбайском районе. Он решил посетить такую точку туристическую. Село Верхотор. Это там сохранились руины медиплавильного завода, основанного в 18 веке. Есть там красивый храм и тоже мост есть. Все про мосты сегодня, все новости первые, да? Мост второй половины 19 века. Вот. И он решил рассказать, значит, что там происходит. И в качестве оператора взял свою собственную супругу. В течение воскресенья он выложил 3 ролика, суть которых в том, что, ну, в общем, там эта местность, благоустройство Верхотора победила во всероссийском конкурсе. И там идут активно работы. Ну, там посмотреть, что именно происходит, собственно говоря, было сложно. Можно было увидеть только проект красивый, что должно произойти. И сроки окончания работ, по словам Ради Хабирова, они должны быть завершены в следующем году. В целом там территории приведут в порядок, и дороги в том числе должны привести в порядок. Вот. И вот такая вот как бы тема. Ну, будет хорошая дорога там еще, которая для туристов, видимо, будет приемлемой. Тем временем в других местах России, Башкирии, прошу прощения, с дорогами не так хорошо. Я сейчас прошу показать небольшое видео, короткое, про дорогу Сибай-Акьяр в Баймакском районе. Жители, значит, выложили видео. Правда, ПФО, прошу прощения, телеграм-канал «Правда Башкирия» рассказал об этом видео немножко, там прокомментировал, что это Баймакский район, село Ургаза. Хабиров туда приезжал в 2020 году. Он обещал водоснабжение, новую больницу, дорогу Сибай-Ургаза. И вот комментарий. Мы уже ждем 4 года. Сидим без воды питьевой, без новой больницы и без дороги. Хабирову не до нас. Но я надеюсь, вам видно было, какая дорога, в каком состоянии вот этой Сибай-Акьяр возле села Ургаза. Посмотрел в архивах, в интернете, что про эту дорогу говорится. Нашел новости от... Да. А можно же параллельно. Ну, хорошо, давайте посмотрим это видео. Вот так выглядит обещанный ремонт дороги Сибай-Акьяр товарищем Хабировым. Конь не валялся тут. Ну, вот короткое видео вы посмотрели. Видно, что там какая дорога
ужасно разбито, сложно проехать, и комментарий соответствующий. Так вот, что говорится в архивах интернета про эту дорогу. 11 апреля 2023 года Ради Хабиров сообщил, что по дороге Сибай-Акьяр у жителей было много нареканий. Мы включили ее в новую программу ремонта дорог, которая больше всего беспокоит жителей Башкортостана. Это было апреля 2023 года. В ноябре 2023 года интернет нам подсказывает, что тоже был осмотрен... это министр Александр Клебанов сообщил, что осмотрел участок этой дороги, который будем ремонтировать. 15 июня установим асфальтобетонный завод. 20 июня начнем работы. Они рассчитаны на 2 года. Предстоит привести в порядок 60,5 километров. Ну, то есть, получается, июнь 23, июнь 24 и июнь 25 вот сроки, когда должны быть привести нормативное состояние дороги в Баймакском районе, в Сибае, по крайней мере, Сибай-Акьяр. Ну, как бы жители села, видимо, не доверяют, что так это произойдет. Тем более судьба министра транспорта Александра Клебанова известна. Он находится под следствием. Поэтому вполне есть как бы логичная причина не верить обещаниям вот этим. Хотя, кто знает, если выполнит обещание, то через год мы, наверное, извинимся перед Министерством транспорта и перед властями республики. К другим новостям. Тем временем пара-шахматист из Уфы постоянно не может попасть домой из-за сломанных лифтов. Об этом рассказал телеграм-канал Мэш Баташ. Вот. И по словам жителей, управляющая компания игнорирует жалобы жильцов, а речь идет о 20-летнем Амире Газиеве, который несколько раз становился лучшим на первенстве страны пара-шахматистом. Скоро он должен поехать в Армению на чемпионат мира по шахматам среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Ну, как сам парень рассказал в видео этому телеграм-каналу, ему тяжело подниматься в квартиру, он живет на 13 этаже, пешком ему тяжело достаточно подниматься, а лифты тем временем часто ломаются, из-за этого ему даже приходится иногда ночевать у своих родственников по другому адресу, получается, за городом аж. Хотя все ему в отписке пишут, что грузовые лифты в порядке, а детали на пассажирских надо поменять, но ничего не делают. Вот. И потенциальный чемпион мира по шахматам из Уфы вот в таких условиях живет, так сказать. Нотку пессимизма добавила вчера руководитель автономной некоммерческой организации информационно-аналитический центр Дилара Гундорова, которая подвела свои собственные итоги полугодия этого 2024 года. Я вынес заголовок бы ее слова. Последний ее вывод, что по итогам полугодия этот год, 24-й, уже заслуживает самого мрачного в новейшей истории республики. И она приводит свои аргументы прям по месяцам. В январе случился суд над Фаилем Алсыновым, который, напомню, внесен в списки экстремистов. Случился протест в Баймаке возле суда. Собственно говоря, это многое произошло. В феврале первая реакция Кремля на эти события, жесткие задержания участников дела, случилось скандалы вокруг золотодобычи. В марте была, напомню, ситуация с шоколадом Атай, кто помнит, и в КВН, шутки неудачные, за которые команду попросили на выход. Случился теракт в Крокусе, хотя это, конечно, не касается, может быть, непосредственно республики, но касается всех граждан, потому что мы все граждане одной страны, и мы, естественно, все переживали сильно. Вот. БПЛА, первый беспилотник, появился тогда в марте в Татарстане. В апреле встретились Хабиров и Путин дал добро Хабирову на второй срок, чтобы он руководил республикой, если выиграет, конечно, на выборах осенью. Случилось наводнение в Орске. В мае уже беспилотники долетели и до Башкирии. Много таких разных. В июне партии определили кандидатов на выборы президента, и никого, по ее мнению, от народа представителей не было. То есть были в основном представители Ради Хабиров и элиты, которые предсказуемо проиграют, как многие наблюдатели считают. То есть никаких
э, никакой интриги на выборах не будет. И вот, по ее мнению, она еще как бы подводит итог. За все 6 месяцев случились отставки, странные назначения, задерживали, арестовывали, судили должностных лиц республики по коррупционным составам, к проблемам экономики, ЖКХ, дорог, строек, экологии. Еще добавились мигранты, и бюджет набрал кредитов. Все это на фоне празднований всяких, форумов и подружный хохот всей страны о масштабах коррупции в Башкортостане. Конец цитаты. И поэтому она приходит к выводу, что по итогам полугодия этот 24 год заслуживает названия самого мрачного в новейшей истории. Ну вот давайте посмотрим, какое настроение у вас. Я хочу спросить вас, лично вы как думаете, этот год заслуживает названия самого мрачного в истории Башкирии, да или нет? Да, если вы согласны с мнением Дилары Гундоровой, что было очень много мрачных событий, и все они как бы по нарастающей происходили и происходят. И нет, если вы считаете, что в жизни очень много хорошего происходит, на самом деле есть очень много позитивных событий, поэтому мрачным этот год для истории Башкирии называть не стоит. Итак, голосуйте, пожалуйста, на нашем канале в Ютубе. Отвечайте на вопрос на этот. Итоги голосования подведем ближе к концу программы. А я тем временем напомню про другие опросы, которые провело другое издание «Пруфы». В выходные они выложили итоги этих опросов, которые они в своем телеграм-канале запустили однажды в Башкирии. Вот. И хотел бы немножко порассуждать о результатах этих опросов. Первый опрос они провели про налог на бездетность. Напомним, что ввести такой налог потребовали на прошлой неделе в Государственной Думе, чтобы повысить демографию, как бы, по мнению инициаторов этого законопроекта, чтобы забрать деньги у бездетных, отдать их семьям с детьми. Вот так. Вот. Ну и пруфы спросили, поддерживают, не поддерживают такую инициативу. Большинство, 81%, эту инициативу не поддержали, а меньшинство, 18%, поддержали. Вот как бы запомните цифру. Налог на бездетность не поддерживает такое новшество. А другое новшество, значит, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил посмотреть, подумать о том, чтобы отменить в России мораторий на смертную казнь. То есть, чтобы вернуть смертную казнь как бы в Россию, в практику России. Вот. И как вы думаете, как аудитория пруфов ответит на вопрос, поддерживают ли они такое новшество, возвращение смертной казни? Как ни странно, большинство поддержало. 51%, пусть оно не абсолютное большинство, такое как бы достаточно относительно, но тем не менее. Из более чем 1000 человек опрошенных, 51% поддержали, решили, что мораторий на смертную казнь нужно отменить. А 47% выступили против. Ну, то есть, как бы мнение людей раскололось на две части. Но вот все-таки превалировала та часть, которая решила, что смертную казнь в России лучше вернуть. Вот. И вот здесь я бы хотел просто ждать. Когда речь идет о деньгах, о налогах, о том, чтобы у вас забрали лишние деньги, вы против. Ну, как бы я конечно, утрированно говорю вы, аудитория нашей программы «Аспекты» и пруфов, оно где-то пересекается, где-то нет. Она, естественно, абсолютно разные люди. Но я говорю про общество. Все-таки 1000 человек – это срез немалый. И получается, ну давайте я буду говорить не вы, а мы. Мы, значит, когда касается денег, мы против новшества, чтобы у нас забирали лишние деньги. Когда касается о жизни, о том, что забрать жизнь, вот тут мы не против. Очень странная логика для меня, честно говоря. Получается, деньги важнее жизни. Согласитесь, да? Вот. Если эти опросы, понятно, они касаются не всего общества Башкирии, даже страны, но они о многом говорят. Пусть даже этот опрос социологически, допустим, не презентативен, то есть он как бы не отражает всю картину, да, но определенную картину она дает. То есть мы уже настолько обесценили ценность человеческой жизни, что нам уже кажется, что давайте вернем смертную казнь. А вот денежки нам важнее. Налог вот на бездетность давайте не надо вводить. Вот я об этом хотел сказать. О том, что мы, к сожалению, очень многие какие-то ценности понимаем, на мой взгляд, неправильно.
и ставим человеческую жизнь очень низко. Цена ее у нас снизилась до нуля, можно сказать. Вот. Комментарии из нашего чата в Ютубе. Комментируйте. Напоминаю, на канале «Аспекты Башкортостан». Это можно делать. Отвечайте на вопрос, который стоит в голосовании. Итак, Рустам Ахтамьянов пишет. Сегодня подняли цены на ЖКХ. Народ, как всегда, молчит. Что это? Молчаливое согласие или согласное молчание? Ну, вы как бы можете играть словами. Это и есть вот то, как сказать, поведение большинства, что мы привыкли свои собственные права не отстаивать, а привыкли бояться. Это вот заложено, на мой взгляд, практикой советских 70 лет, когда в нас внедряли, что вот есть только одно мнение, одна партия, один единственный правильный путь, и все, выбора никакого нет. Человек ничто, государство все. Государственное выше личного. Вот это все было, практиковалось, пропагандировалось, воспитывалось. И оно никуда не делось. Понятно, что нынешнее молодое поколение наверняка думает гораздо в других каких-то ракурсах и по-другому. У них меньше вот этого рабского раболепия, там, скажем так, меньше страха, но в большом количестве людей пожилого возраста сохранилось все это. И они не привыкли высказываться против. Поэтому будут поднимать цены до тех пор, пока народ сможет терпеть и ужимать свои пояса. Евгений Черниковский пишет. Предлагает перенимать худшие совковые практики, а не позитивный опыт, который тоже был в некоторых сферах, особенно в социальной. Ну да, согласен. Очень много такого, что мы сейчас пытаемся вернуться к прошлому. В том числе тогда смертная казнь в Советском Союзе была, напомню. Напомню, были невинные жертвы, погибали люди, которых незаконно обвиняли. А система правосудия у нас, к сожалению, в Советском Союзе была далека от совершенства. Впрочем, вот. Я уж не говорю про 30-е годы, когда могли просто осудить по решению несудебных органов. 3 человека собирались и решали, этот человек достоин жизни, этот недостоин. Всех, конечно, казнить. И расстреляли и казнили многих и многих тысячи, сотни тысяч людей. Понятно, что сейчас сотни тысяч людей такой угрозе не подвергаются. Нету такой системы, как тройка несудебная, которая собирается по спискам и говорит, пишет, ага, расстрелять, применить смертную казнь. Но первый шаг вот Бастрыкин предлагает сделать. Давайте вернем смертную казнь. То есть легко ли сделать первый шаг? Главное его сделать, а дальше можно докатиться и до этого. На мое мнение. Продолжим обзор прессы. В суд поступило дело в отношении российского политолога Аббаса Галямова, который признан иноагентом. Об этом сообщила ОВД-инфо, которая тоже в свою очередь признана СМИ иноагентом. Вот. И оно сообщило, что в Московский суд 28 июня на той неделе поступило уголовное дело в отношении Аббаса Галямова и журналиста из Украины Александра Преподобного. Вот так, если русский вариант. Этот журналист YouTube-канала «Гроши», где как раз он взял интервью у Аббаса Галямова, которое стало поводом для возбуждения уголовного дела. Им вменяют совершение преступления группа лиц по мотиву ненависти либо вражды. Напомним, что Аббас Галямов, бывший руководитель администрации, бывший сотрудник администрации главы Башкирии при Хамитове, 24 марта прошлого года был объявлен в розыск. Вскоре после этого появилась информация о возбуждении уголовного дела. Теперь вот оно завершено, отправлено в суд. Вообще он сейчас находится за рубежом. Напомню, еще признан иноагентом. Дает очень много комментариев по ситуации в России. Иногда и по ситуации в республике вы можете посмотреть в архивах. Другой наш иноагент, земляк, певец Моргенштерн, тоже стал героем одной из новостей. Напомню, Моргенштерн признан иноагентом еще раз. Прокуратура попросила запретить его клип совместный с диджеем Смэшем из-за неуважения к обрядам церкви. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости». Итак, там поступил
иск в суд в Петербурге на этот раз, не в Москве. В этом иске указано, что в клипе «Новая волна» демонстрируются сексуальные сцены в храме, из-за чего у несовершеннолетних может быть нарушено представление о религии и адекватное формирование системы ценностей. Вот такая аргументация. Пока материалы судьи не передали, дата заседания еще не назначена. Вот, по крайней мере, была информация на вчера такая. Ну, будем следить. Запретят клип. Просто непонятно, каким образом можно запретить клип, если каналы распространения, они все могут быть разные, в том числе тот же YouTube. Если YouTube согласится его заблокировать, не согласится, не заблокирует. То есть тут как бы очень достаточно сложно, как выполнить решение суда. Спасибо, что вы активно комментируете. Еще прочитаю пару комментариев. У нас народ возмущается только в транспорте и в магазине, а ходить по инстанциям, устраивать забастовки против этого всего боятся. Так и будут на цены повышать, скоро начнут вообще на голову. Ну, не буду дальше читать. Собственно говоря, понятно, что цены... Кстати, сегодня повышаются цены в Уфе на транспорт. С 1 июля проезд стоит 35 рублей по наличному расчету или по банковскому переводу. И 31 рубль по карте Алга. В трамвае и троллейбусе, если не ошибаюсь. Ну, в общественном транспорте. Цены подняли. Никаких забастовок по этому поводу, естественно, никто не будет проводить. Во-первых, сейчас проведение каких-то массовых мероприятий затруднено. Для тех, кто этого не знает, напоминаю, хотя это очень очевидно, посмотрите, сколько у нас было митингов в последнее время. Или каких-то... Ну, пикеты еще проводят одиночные. Это еще выходит. Но тем не менее. Еще комментарий. Глубинный народ в массе своей, если протестует, то на коленях. Ну, вы можете говорить и так, Евгений, это автор комментария. Но вот события в Баймаке показали, что глубинный народ может протестовать не только на коленях. Но когда его касается конкретных его живых интересов, когда касается земли, пастбищ, экологии, тогда народ может и выйти на улицы и протестовать не на коленях. Но и такой протест, собственно говоря, пугает. И поэтому такое массовое баймакское дело заведено. Больше 80 фигурантов. Первые дела уже рассматриваются. Напомню, в Орске проходит суд над Илшатом Ульябаевым. И дела еще на 3 фигурантов поступили в Тольятти. И первое рассмотрение будет на этой неделе, 3 числа, 3 июля, если не ошибаюсь. Так что нет, я бы не стал глубинный народ недооценивать. Еще один комментарий. Разив, давайте чаще повторять слова Березовского. Дайте мне в руки Первый канал, или я жопу лошади сделаю президентом. Ну, знаете, это может быть... Березовский в свое время был прав, когда... Это, напомню, какие годы были, да? 90-е. Вот. Сейчас больше, может быть, можно вспомнить слова некого, не помню сейчас, как его зовут конкретно, иностранца, который говорит, что дайте мне в руку YouTube и камеру. И я могу много сделать, перевернуть. То есть роль средств массовой информации, средств распространения информации недооценивать нельзя. Но и принижать свои собственные способности и права тоже не стоит, потому что каждый из вас имеет голову на плечах, каждый из нас имеет голову на плечах. И свое собственное мнение обязан иметь, если вы считаете себя разумным человеком, а не делать только выводы на основании каких-то телевизионных передач даже и каких-то там каналов в Ютубе, даже вот, которые сейчас вы смотрите. Не обязательно вы должны со мной соглашаться во всем. Нет, абсолютно нет. Вы должны иметь критическое мышление, и только так мы можем двигаться вперед. И только так мы можем понимать, где черное, где белое. Только так мы можем идти в русле цивилизации, гуманности, каких-то ценностей человеческих, а не забывать про них, про что мы сейчас забываем. Вот. Спасибо, что озвучили комментарий про Ургазу. Может, дойдет куда положено. Но я надеюсь тоже, Галина, что этот комментарий дойдет куда положено. Но главное, что вашу дорогу там наладили. Вот. И планы, которые правительство обещало в течение, значит, 24-25 года навести порядок на дороге Сибай-Акьяр, чтобы эти планы были реализованы. В конце концов, смотреть на эту дорогу, ну, конечно, просто мучение. Даже смотреть мучение. Не говоря о том, что ездить.
Продолжим. Напоминаю, что на нашем канале идет голосование. Я спрашиваю вас, правда ли, согласны ли вы с таким мнением, что 24 год можно назвать самым мрачным в истории республики. Да или нет? Ваше мнение будет очень интересно. Ну, давайте к позитивным новостям. Они что же есть? Итак, в выходные многие СМИ написали про то, что башкирский язык появился в Google Translate. В частности, телеканал ЮТВ об этом рассказал. Теперь в этом бесплатном сервисе можно переводить книги с башкирского языка и наоборот. Можно сайт переводить с сохранением разметки, документы разных форматов, сообщения в мессенджерах и субтитры на Ютубе. Это очень, очень хорошо. Даже появилась возможность, помимо этого, создавать аудиокниги на башкирском языке, мгновенно переводить через камеру смартфона и из любых приложений на Android. Об этом сообщили в телеграм-канале Хамай, еще в свою очередь. И башкирский язык в этом Google Translate появился благодаря двум людям. Искандеру Шакирову, Айгизу Кунафину. Искандер Шакиров создал словарь Глосби, а Айгиз Кунафин стал автором умной колонки Хамай. Вот. Другое СМИ, в частности, Пруфы, сообщили о том, что созданием башкирского компонента языковой модели крупнейшего в мире онлайн-переводчика занимались, по сути, волонтеры. Вот как раз вот эти два человека, по мнению издания, внесли в дело сохранения башкирского языка, вероятно, больше, чем все правительство Радио Хабиров за все годы. Вот. Вот я думаю, что, собственно говоря, этот мнение имеет право на мысль. Ой, право на существование. Что вот вместо вот этих всех долгих речей о поддержке культуры языка два человека создали продукт, который теперь позволяет переводить книги с башкирского языка и наоборот на башкирский в Google Translate, крупнейшем бесплатном онлайн-переводчике. И это для продвижения башкирского языка и культуры сделать достаточно, очень много, я считаю. Вот. Большая благодарность Искандеру Шакирову и Агизу Кунафину. К другим новостям, спортивные новости. Вчера футбольный клуб Уфа сыграл в ничью в товарищеском матче с Аланией. Они провели первый товарищеский матч во время сборов. Напомню, сейчас очень небольшая пауза между чемпионатами. Если в прошлом году, прошлый сезон закончился, буквально, не знаю, пару недель назад, и футбольный клуб Уфа из второй лиги перешел в первую, повысил класс, то теперь первый тур состоится 13-14 июля. Осталось буквально вот 2 недели, да. И теперь команда собралась в Москве. Она сыграла, напомню, с футбольным клубом Алания из Осетии, где, если не ошибаюсь, капитаном до сих пор Азамат Засеев, тоже воспитанник Уфы, выходец из ФК Уфа. Матч прошел в жару большую. Счет 0-0. Как бы был момент про пенальти. Я, к сожалению, сам момент не видел, но рассказывают, что могли уфимцы забить, но как-то решили Аланию подколоть каким-то оригинальным розыгрышем пенальти. И в результате не забили. И поэтому счет остался 0-0. Что интересно, для тех, кто внимательно наблюдал за трансляцией на телеграм-канале футбольного клуба, что там достаточно много игроков на просмотре. И если посчитать, вот, кто выходил на поле, кто их заменял, то получается всего 5 человек на просмотре, как минимум, там находятся. Судя по этому матчу, по первому. Вот, фамилии этих игроков не называются. Но у нас есть вездесущий Сергей Ильев, спортивный журналист, который ведет телеграм-канал ФНЛ с Ильевым. И он там одну фамилию раскрыл все-таки. Он рассказал, что к Уфе присоединились несколько потенциальных новичков. Среди них назвал фамилию полузащитника Никита Мацхарашвили. Это воспитанник ЦСКА, который последний сезон провел в Челябинске. Вот для тех, кто интересуется жизнью футбольного клуба, такая новость. Забейте эту фамилию Никита Мацхарашвили в поисковике. Посмотрите, узнаете, что это за человек. Возможно, он будет игроком футбольного клуба Уфа. Напоминаю еще раз, что идет голосование на нашем YouTube-канале. Прошу вас ответить на вопрос, считаете ли вы, что можно назвать этот год
самым мрачным в истории республики. Да или нет, скоро мы подведем итоги голосования после того, как вспомним, какие новости освещали мы в этот день ровно 5 лет назад, 1 июля 2019 года. Итак, ретроспектива новостей такая небольшая. Общественница Рамиля Саитова написала заявление в Следственный комитет республики после ее задержания сотрудниками ФСБ. Об этом мы сообщали вот как раз 5 лет назад. А сейчас Рамиля Саитовна признана, внесена в список экстремистов и террористов. А тогда она в эфире «Эхо» сообщила, что ее задержали сотрудники ФСБ, когда она собиралась ехать на праздник Тратау-Йоэне в Ишимбайский район. Ну, то есть, когда хотели события на Куштау, возможно, вспомнить. Ну, неважно, вряд ли события на Куштау, но просто в Ишимбайском районе она хотела попасть на гору Таратау. Ее задержали, усадили в машину, повредили шею, по ее словам, скорую отказались вызывать. И потом она услышала, что кто-то из ФСБшников сказал: подержите ее здесь до 6 вечера и выкиньте куда-нибудь подальше. Вот. В травмпункте зафиксировали повреждения, но в этот день ей отказались выдавать справку. Заключение она получила на следующий день. И, по ее мнению, ее задержали по указанию Радия Хабирова, чтобы не допустить ее приезда на Таратау, поскольку там она собиралась собрать совет башкирских родов, чтобы решить вопрос о списках кандидатов на муниципальные выборы. Собственно говоря, 5 лет назад тоже были выборы как раз. Поэтому эта история и эти новости как бы перекликаются, они интересны. И муниципальные выборы были, и главы Башкирии были назначены в 2019 году. И в тот же день ФСБ также доставили главного редактора портала «Профу» Рамиля Рахматова и активистов общественной организации «Башкорт» Фаиля Алсынова и Руслана Габасова. Вот. Напомню сейчас, что «Башкорт» — это организация, признана экстремистской, запрещена и ликвидирована в России. Фаиль Алсынов внесен в список экстремистов-террористов. А Руслан Габасов отличился еще дважды. Как бы его признали иноагентом и тоже внесли в список экстремистов и террористов. Но поскольку были выборы, как раз в тот день была новость, вот 5 лет назад, что Ради Хабиров сдал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом. То есть он тогда как раз собрал 476 подписей депутатов муниципальных органов, предоставил финансовый отчет и предоставил справку, вернее уведомление о том, что он не хранит деньги и ценности в иностранных банках. Это было условие для регистрации на выборах. И тогда, я напомню, 11 партий выдвинули кандидатов. Блогер Владимир Кобзев, кандидат партии «Зеленых», тоже блогер и, не знаю, как правильно сказать, участник рынка красоты, наверное, так, Сания Тимасова, кандидат партии «Гражданская сила» Владимир Барабаш, позже его назначили руководителем СПЧ. Вот и другие. И Ради Хабиров тогда стал первым, кто преодолел так называемый муниципальный фильтр. Но тем временем, получается, в Башкортостане были такие законы, которые вот заставили партию России направить иск в Верховный суд республики с требованием смягчить муниципальный фильтр на выборах главы республики. Об этом мы тоже 5 лет назад сообщали. Дело в том, что по мнению тогда представителя этой партии, «Патриоты России», в закон о выборах Башкирии нарушает права избирателей. Там был такой пункт, который заставляет собирать, значит, обязывает кандидатов собирать 5% подписей муниципальных депутатов в свою поддержку. А еще один пункт говорит о том, что один депутат может поддержать только одного кандидата. В федеральном законе такого ограничения нет. То есть там один человек может поддержать сколько хочешь кандидатов в депутаты, и поэтому там нет как бы физического ограничения. А тут фактически, если кто-то из 100% муниципальных депутатов 5%, условно говоря, поддержали одного, то формально, если посчитать математику, взять, 20 кандидатов в депутаты могут выдвинуться. Все, не больше. То есть это некое ограничение прав, политических прав. И поэтому как бы патриоты России подали иск в суд. Напомню, что тогда они выдвинули на должность кандидата главы республики Рафиса Кадырова, бывшего руководителя Банка Восток. Вот. И как бы они как раз
из-за этого еще и обращались, потому что Кадыров не мог собрать подписи необходимые у депутатов сельсоветов, городских советов и так далее, поскольку они уже поставили подписи за других кандидатов. Вот. Это была такая ретроспектива, касающаяся выборов. Сейчас тоже у нас в Башкирии идет выборная кампания. Тоже идут не только выборы главы региона. Напомню, там сейчас, если не ошибаюсь, 5 кандидатур. Но пока никого, собственно говоря, официально еще не зарегистрировали. Подписи еще не сдали в свою поддержку. Еще идет сбор подписей. На это еще есть время. Вот. И также идут муниципальные выборы. Вот об этом, к сожалению, пресса мало рассказывает. Но вот именно на муниципальных выборах, в том числе сельсоветы, можно выиграть как бы проще, чем, допустим, на выборах главы региона, согласитесь. Гораздо больше возможностей. И хотелось бы, чтобы туда проходили неравнодушные, активные люди, которые бы защищали интересы своих территорий, своих сограждан. Ну, на этом пора подвести итоги голосования. Я думаю, хватит уже голосовать, поскольку мы уже приближаемся к завершению программы. Напомню, что на нашем канале в Ютубе я спрашивал вас, можно ли назвать этот год самым мрачным в истории Башкортостана. Как неожиданные итоги, большинство, абсолютное большинство, 84% считают, что да, можно, что 24 год заслуживает названия самого мрачного в истории Башкортостана. И только 16% сказали нет. Это 16% оптимистов или тех, кто знает больше. По крайней мере, вот, к сожалению, да, ситуация, настроение в нашей аудитории такая достаточно пессимистическая. А может быть, наоборот. Раз самый мрачный, то следующий год, возможно, будет получше. Не знаю. Роза говорит, я так понимаю, татарскому населению республики смотреть аспекты не стоит. Здесь не озвучиваются их проблемы. Ну, не знаю, предлагайте спикеров, которые озвучат эти проблемы. Пишите нам в комментариях. Были экспертные мнения, будет и разговор. А нет экспертных мнений, то и не будет. Вообще, много ли вы слышали мнений о татарских проблемах в СМИ республики? Ответьте мне на этот вопрос, потом поговорим дальше. Итак, выпуск «Эхо новости» хочу вам прочитать. Вчерашний выпуск вечерний, самый последний, о событиях в России и в мире. Давайте узнаем. Целью украинских беспилотников минувшей ночью стал Новолипецкий металлургический комбинат, об ударе, который якобы оказался бессмысленным. Агентству ТАСС рассказал представитель компании. Ранее глава региона лишь говорил, что беспилотники сбиты над некой промышленной зоной. С начала года Новолипецкий комбинат был атакован уже не менее 5 раз. Европейский университет в Петербурге закрыл факультет политических наук. Об этом сообщил его декан Григорий Голосов. По его словам, ученый совет принял такое решение накануне начала приемной кампании. Оставшиеся студенты переводятся на факультет истории, а сам Григорий Голосов уходит в продолжительный отпуск. О причинах закрытия факультета ничего не говорится. Роскомнадзор заблокировал книжный магазин Бориса Акунина и издательство Freedom Letters. Поводом стало то, что обе площадки продавали книгу Сорокина «Наследие», в которой эксперты ранее нашли запрещенную в Россию информацию. Действие романа происходит в апокалиптическом мире, где нормализованное насилие. Напомним, Борис Акунин признан в России иноагентом, а также экстремистом и террористом. Вот, а сама книга Сорокина «Наследие» тоже, видимо, экстремистская, поскольку или какой-то там есть запрещенная информация. Эту книжку читать можно, но распространять и продавать, видимо, нельзя сейчас в современной реальности. В Москву с частным визитом прилетел американский рэп-исполнитель Канье Уэст. Это подтвердили представители Гоши Рубчинского, главного дизайнера бренда одежды Yeezy, который принадлежит артисту Канье Уэсту. Накануне дизайнер отмечал в Москве свое 40-летие. После новости о прилете звезды мошенники в сетях начали продавать билеты на несуществующее выступление артиста.
Суд в Панаме оправдал всех фигурантов дела о так называемом панамском досье. Передает Reuters. Представители офшорной фирмы Mossack Fonseca обвиняли в отмывании денег и коррупции, но не смогли найти убедительных доказательств их вины. Панамское досье – это внутренние документы фирмы, опубликованные в 2016 году. Как выяснилось, сотни известных людей по всему миру пользовались ее услугами для сокрытия средств. Среди них оказался и близкий друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ралдугин, которого журналисты называли хранителем денег президента. Руководство Всемирного экономического форума в Давосе обвинили в сексуальных домогательствах к женщинам и дискриминации чернокожих. В расследовании Wall Street Journal говорится о десятке подобных случаев. Представитель форума отверг обвинения и сказал, что публикация неверно характеризует организацию. Первую группу российских детей отправят на лето в лагерь в Северной Корее. Представитель патриотического движения «Первых» сказал, что смена планируется с 24 июля по 2 августа. В комментарии РИА Новости он назвал условия в лагере Сандавон хорошими. Это абсолютный аналог Артека, сказал он. Это был вечерний выпуск новостей телеграм-канала «Эхо Новости». На этом наша программа завершается, но работа редакции продолжается. Мы приглашаем вас в 11:00 снова на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкортостан». Программа «Аспекты мнений». В гостях будет заслуженный строитель республики Максут Шайхулов, выходец из Гафурийского района, и мы поговорим о проблемах, о ситуации, вернее, в Гафурийском районе. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Разиф Абдуллин. Всего доброго. До новых встреч в эфире.